Где Санпин? Почему у вас в школах ходит крыс? Чего? Клюкануло чуток. О, увидели это? Вот это я обосралась. Очень атмосферно. Туда повернул. Охранник, да? Здорово. Чуть побежали. Мы тронулись в священное место, ребята. Просто какая-то жесть. Всем привет, меня зовут Аина. И сегодня мы будем играть в хоррор. Совсем недавно на просторах Стима вышла новая якутская хоррор-игра Сеттах. И давайте затестим ее. Как вышла эта игра, я по возможности хотела снять видео. И это уже моя третья попытка записать данный летсплей. Я не знаю, может это вселенная мне что-то хочет подсказать, или сама игра мне говорит «не надо». Ну, как говорится, Бог любит троицу, поэтому я надеюсь, что третья попытка будет удачной. И самое главное, обратите внимание на фон. Я сейчас одна на участке, в частном доме, снимаю ночью хоррор. Хуже и не придумаешь. Ну, на самом деле, не так уж и страшно, когда ты уже третий раз пытаешься поиграть в эту игру ночью. Поэтому, я думаю, мы справимся с этой игрой на раз-два, и все. С вашего позволения, надеваю наушники. Поставила на якутский язык. Буду переводить на русский в процессе. Эта игра основана на истории, которая произошла в 90-е. Имена были изменены, сюжет был немножко изменен и добавлены элементы сюрреализма. Сентябрь 96-й год. Так, как я слышал вчера, местный охранник умер. Непонятно от чего. Как говорят учителя, он умер в больнице. Но, как говорят другие, его нашли мертвым в школьном классе. Я работаю типа в тяжелое время, ну типа мало у него времени, и он выполняет задание директора. Ему надо сделать что-то по электрике и краны какие-то закрыть, чтобы не было утечки. Ну и услышав эту новость, он, конечно же, не захотел приходить, потому что ему стрёмно, как и всем нам. Но зачем-то он приехал ночью сюда. Скорее бы сделать все задания и убежать отсюда. Соглашусь с тобой, чувак. Так, ничего не лагает, все супер. Так, первым делом надо занести вещи. Когда второй раз записывала эту игру, я играла на ноуте. И, ну, там вообще говно было по игре и по качеству. Нет, ну я же не буду вам показывать вот такую игру. Поэтому, если у вас слабый ПК, скорее всего, вы поиграть нормально в эту игру не сможете. По крайней мере, у меня было так. Ну, давайте занесем в процессе. Ой, Чукурук, был чуть здорово. Привет. Ой, ну ладно. Боже, на большом экране так страшно играть. Когда я играла на ноутбуке, было намного приятнее, знаете, прям вообще не страшно было. А сейчас у меня экран, ну, он примерно вот такой огромный экран. Так. Fucking shit. Сахар. Чаечек будем? Ладно. Компьютер включен. А кто-то забыл выключить компьютер. Так, записка. Привет. Пожалуйста, посмотри счетчик. Почему-то лампочки перегорели. Началась учеба, и как бы надо побыстрее все это сделать. И какая-то труба протекла в технической комнате, и это тоже решишь. Кстати, в вахту не заходи, ничего не трогай. Как говорит директор, завтра приедет участковый. Смотреть, видимо, что произошло в вахте. А что же произошло в этой вахте? Ок. Ну ладно. Послушали радио и хватит. Так, здесь управление. Ок. Анагалыты нах сахалыки нетакста. Это про фильм Сеттахта, если я не ошибаюсь. Я помню, я делала обзор на этот фильм, ну и на все якутские хоррор-фильмы, поэтому, если можете глянуть. Тын. Типа кым. Колхостер, совхостер,
ходугаларгыр. Государственный балан сокон. Үрдүк нагорада. Знамя Томпого. Ну, такая прикольная газета, мне очень нравится, прям классно. Это щелкнул обогреватель. Я записываю тут почти на улице, поэтому капец холодно. Так, ну ладно, давайте посмотрим. Здесь капли крови и заявление. Прошу уволить меня по собственному желанию. Занимаемой должности охранника? Чего? Что-то башка заболела у него. Как это? Что это со мной? Ну, попей таблеток. Давай. Можно? Нельзя? Так, надо дочитать заявление, что там написано. Прошу уволить меня по собственному желанию. Занимаемой должности охранника. Причиной моего увольнения является невозможность продолжать работу из-за ухудшения. И все. Видимо, что-то очень ухудшилось. Это охранник написал. Тот самый, который умер. Интересно. Кто-то его заставил до такой степени, что он решил написать заявление и так и не дописал его. Не входить. Кабинет медика временно будет на 2-м этаже. Медкабинет. Это типа вахта, да? Или это что? Или это была вахта? План эвакуации. А здесь свет можно включить? Я выключила свет же. Простите. Так. Расписать. О! Блин, крысы ходят. Где Санпин? Почему у вас в школах ходит крыс? Учебный год начался. 3. Ну, это, видимо, код от сейфа, который я знаю. Так, харангат нюктере көрёсатама. Старайся не смотреть в окно. Не вглядывайся в темные окна. Переводчик из меня так себе. О, fucking shit. Ладно, не будем. Хороший совет. Я даже сейчас бы в свои окна не взглядывалась. Страшно. Так, это, видимо, кабинет географии. Кстати, у нас в школе такие же парты были, прям оранжевые. Ой. Оу. Блин, ни хера не видно. О. Фу. Классная работа. Тоже код от сейфа. И все. Ну так, здесь кабинет, но он такой страшный. Прям стрёмный. Вроде ничего не открывается, пойдем дальше. Записка. Передать Саше. Саша, запомни, если ты вдруг увидишь или услышишь что-то, то не подавай виду, иначе оно не отстанет. А кто такой Саша? Это охранник? Не подавать виду. А как мне не подавать виду, если я обосрусь от страха? Ну вот это просто... Просто красота. Ну вообще, прям очень атмосферно. Так. И плохо то, что здесь нельзя повысить яркость. Ну, это и хорошо, типа, атмосфера. Ну, ни хера не видно. Это что, дверь не открывается? Закрыто. По идее, я же это не в первый раз играю, ну, как будто в первый раз. Это, видимо, чей-то кабинет. Вообще клевые часы. Часы легенда. Служебная записка. Ой, что это было? Это был глюк? Надеюсь. Чего? Что это? Так, ладно. Давайте быстренько прочитаем. Служебная записка. Прошу обратить внимание на ситуацию. В одном из классов последние несколько ночей, а именно из кабинета медика, регулярно доносятся странные звуки. Тот самый запертый кабинет. Они напоминают скрежет, шорохи. Звуки слышны после 3 ночи, когда школа уже закрыта и в здании никого не должно быть. Я несколько раз пытался выяснить источник звуков, но каждый раз, когда заходил в класс, там не было ничего подозрительного.
Возможно, стоит проверить помещение более тщательно. Прошу принять меры и провести проверку. Это от охранника. Мгм. Охранник что-то увидел. То, что не должен был видеть, скорее всего, он увидел. И его за это кокнули. О, ленские столбы. Кайф. Так, ладно. Идем дальше. О, ключи. И записка. Объяснительная. Придя 7 августа в ночную смену, я начал обход всей территории школы. Это пишет охранник. После обхода лег спать на 2 часа. Проснулся от сильного ударного шума. Сначала я подумал, что кто-то зашел в школу, но, осмотрев коридор, я не заметил ничего подозрительного. Во время очередного обхода в районе 3 часов ночи мои переживания усилились. В школе было очень тихо, но время от времени я слышал непонятный шепот. Этот шепот, казалось, раздавался прямо из стен. Я решил прислонить уши к стенам, но не смог ничего услышать. Необъяснимые звуки не прекратились даже к утру. В 4 часа утра я решил уехать из школы в районную больницу из-за плохого самочувствия, оставив без присмотра объект. Это было 3 апреля 96 года. Он же все-таки поехал в больницу. А это было 15 августа 96 года. Значит, он с этой фигней жил несколько месяцев, с апреля по август, и писал записки. Всякие. Ой, дверь открывается. Стрёмная дверь, стрёмный шкаф. Пойдемте отсюда дальше. Ну, часы топ. Часы нравятся. Часы. Настоящие часы. Так. Здесь мы нашли ключи, и мы должны... Что-то мы должны... Ой, здесь еще один кабинет, да? Ё-моё, ни хера не видно. Это кабинет или это что? Ладно. Здесь еще один кабинет. Это, видимо, кабинет музыки. Показательно нарисованы ноты и наклеены на изоленту. И еще один код. Так, здесь записок нет. Ну ладно. Стрёмный кабинет. Соглашусь, чувак. Слишком темно. Нам нужно включить свет в этом месте. Этим мы и займемся. Ой. Угу. Открываем дверь. И... так. Опять служебная записка, на этот раз распечатанная. Ага. Это уже директору от заведующей учебной части. Хочу проинформировать вас о происшествии, которое случилось 18 января в школе после окончания учебных занятий. Ученики 9 класса остались в школе после уроков, не уведомив учителей. В ночное время... Нифига себе, они на ночь в школе остались. В ночное время они провели на территории школы запрещенные мероприятия, а именно гадание с вызовом духов. Следует отметить, что данное действие выбивается за рамки школьной дисциплины и может создавать неблагоприятную атмосферу в учебном заведении. После проведения гаданий учащиеся утверждают, что вызванный ими дух остался в школе. Прошу вызвать родителей провинившихся учеников, немножко опечатка, в школу и провести собрание. Так. Значит, у нас дети провели гадание, вызвали духа, который убил охранника? Вы хотите сказать? Ладно. И вот это вот задание, да, вот это первое вот... Фак. Ладно. Вот это вот первое задание. Не понимаю, по какому принципу надо здесь вот эти вот сраные стрелки, вот эти вот кнопки нажимать. И мне пришлось, честно, посмотреть прохождение, чтобы понять, что надо нажимать. Иначе угадать, практически невозможно. То есть, если только на рандом тыкать. Поэтому было бы прикольно, если бы здесь была хоть какая-то подсказка,
чтобы понять вообще, что это такое. Вот. Комбинация вот такая, запоминайте. Синий, розовый, оранжевый. Ну, включаем свет. А! Кто-то постучался. О, фак! Глюкануло чуток. Бутугуй. Действительно, что это такое? Айдах болдум. Краны саван баран барах сокхан адамантан. Да соглашусь, чувак, надо скорее уже делать все дела и убегать отсюда. Потому что мне очень сильно не нравится. Погоди, так ты же свет включил, нет? В смысле? Нет, я не хочу сюда заходить. Я же включила свет, а что там темно-то? Ну да. Просто я не хочу заходить в эту темноту прям. Походу игра лагает. Она меня пропускает, а... Ну вы видите сами, да? Ну просто идти в эту темноту я не вижу смысла, потому что я просто ни хрена не вижу. Дорчик, помоги мне включить свет в этом коридоре. Походу заново надо. Не понос, так золотуха. Придется перепроходить второй раз. Кстати, радио включено. Почему радио включено? В шахматах, как и в жизни. Каждый ход может стать последним. Что за звуки? Забираем ключ. Заходим в класс. Все, обходим. Идем включать свет опять. Ёбана! Увидели это? Охренеть! Не надо было оборачиваться в эту сторону, ё-моё! Это охранник играется с нами. Вот это я обосралась. Не проверяй пальцами. Напряжение. Ага. Ладно. Нам нужно забрать вот эту хрень огромную. Ой, а чё... Чё это такой сильный расфокус? У меня руки дрожат. После этого хоррора, блин, хотела сказать. После этого скримера. Туалет. Правила ночных прогулок. Они следят за вами. И закон. Не заговаривайте с девушкой без тени, если вас с собой зовет одинокий ребенок, это не ребенок. Ну. Охотно верю. Туалет. О, нет, дай мне. Так. Опять какая-то головоломка. Fucking shit, эти звуки вообще... Это... Ну, давай я сюда брошу. Нам надо вот эти вот загадки разгадать. Ура! Прошла, да. Слава тебе, Господи. Не прошло и часу. Эй! О, ну да, я понимаю, что нужен вентиль. Ты сможешь. Так, мы прикрутили вентиль. Все, закончил. Надо убегать. Я соглашусь с тобой, чувак. Ну, конечно же, ты не сможешь отсюда просто так убежать, да? Я даже побегу.
Собака лает. Кто-то пришел? Он так громко лает. Чё с тобой, Булчут? Кого увидел? А? Там охранник будет стоять, да, опять? Прикиньте, он где-то тут стоит и выглядывает. Чё? Ладно, поехали. Все, давай, не будем тупить. Ну, классика жанра. Машины не заводятся в самый нужный момент. Каннера канистра барда. Где-то была канистра. Я поменяла аккумулятор на камере, и нам нужно вернуться за канистрой. Булчут, где Булчут? Ладно. Я попью чай. Знаете, мне охранника хватило. После охранника я до сих пор не успокоилась. Так. Канистра была здесь. Запомнила с прохождения. Иначе я бы сама никогда не нашла канистру. Ёп. Опять глюканула, парня. Чутка. Чё с тобой, чувак? Потерял сознание. Ну-ка. Что-то долго. Так, Булчут. Оклемался, оклемался. Так, давай, забирай канистру и уходи. Конечно же, нет. Что такое, Булчут? Булчут! Как ты сюда зашел? Ну, дверь открытая была, как бы, да? Нам, конечно же, нужно побежать за ним. Я бы на его месте просто уехала отсюда нахрен. Там как будто кто-то стоит, видите, да? Чей-то сил. Что делать? Ё-моё. Чё, вы мне предлагаете туда пойти? На большом экране и с такими наушниками играть очень неприятно, потому что страшно. Ну, гоу. О! Охренеть. Надо дальше пойти. Так. Видите, кто-то стоит. И чё, дальше пойти, что ли? Нет! Булчут, го домой. По-братски. Меня заставляют зайти в этот туалет. А, Господь Бог. А, я еще испугана. Уходим. Чего? Ты кто? Я куда бежать-то, ё-моё? Соглашусь. Пойдем отсюда нафиг, а? Почему так темно? Господи, так темно было. Чуть ты на улице? Нет? Так, дверь открылась на втором этаже. Кто-то кричит. Вот, что за... Булчут. Ну, побежали. Зачем ты бежишь? И что за странные типичные лабиринты на втором этаже? Скорее всего, он туда повернул. Господи! Может, мы не пойдем туда? У меня сейчас инфаркт будет. Так. Ну, бежим дальше. Ой, пространство сужается. Так.
Получу. О! Господь Бог. Мы прибежали. Чё, руки. Руки. Руки охранника, да? Или за что такое? Прыгай. Нас закапывают. Мы уже прыгнули в яму. Ну-ка. Давай. Это охранник. Это все проделки охранника, да? О, боже. Еще смеется над нами. Трэш. Куда мы попали вообще? Угу. Сохранение. Фух, оклемались. Воскресли. Убегаем нахрен. Слава богу, это был всего лишь сон. Его глюки. Забирай канистру и убегай. Да. То какой-то трэш. Булчут, привет. Так, заправляем канистру. Булчут, давай. Что? Нет, не говорите, что мне надо идти проверить. Ну, садись в машину, пожалуйста. Ну, проигнорь звонок. Кто может тебе звонить в 3 часа ночи? Вот скажи. Ладно. Идем проверять. Так, подождите, это здесь? Это не здесь. А почему тут так темно стало? Нас приглашают. Еще музыка такая началась. Запрещенный мед-кабинет открылся. Да, действительно, тут же гадали школьники в январе. И с января тут закрыто было, и никто сюда не заходил, да? Ну догадайся, почему тут закрыли дверь. Коллеги, если вы не можете открыть сейф, просто поставьте крутилку обратно на 12. Затем заново подберите код. Только оттуда брать ничего не надо, и код никому не сообщайте. Директор. Сөп, доробо, сох, вырагай. Ну вот это наш сейф. О, открыла так быстро, офигеть. Тут какая-то картинка лежит. Что же будет, если я ее возьму в руки? Знаете, вот 100 раз страшнее играть почему-то. Ладно, давайте открою. Картинка с шаманом. Дверь закрылась. Мы не можем выйти. О, тень стоит. Охранник, да? Здорово. И тарелка задвигалась. Что ты нам скажешь? А стрелки нет, не вижу стрелки. Проклятая тарелка. Проклятая тень. Барагай. Да, прощай. О, Господь Бог. Давайте мы нахрен отсюда убежим. Бляха-муха, куда я бегу-то? Так. Фух, чуд.
Чё, кого увидел опять? Фух, слава богу, мы сели в машину. Булчут, гel, бардывыт. Все, едем. На этот раз точно железобетонно едем. Нахрен. Уезжаем отсюда просто. Вот уже почти рассвет, кажется, да? Утух еденигер тюбестим. Действительно, куда же ты попал, чувак? Просто какая-то жесть. Кебис, анегио сколага Всё. биттедах. Больше в эту школу ни ногой. Я соглашусь, я бы тоже никогда в своей жизни бы не ходила в школу в 3 часа ночи. Хотя, я помню, мы когда-то, это в школьное время, у нас спортзал наполнен слухами о том, что там водятся призраки, и мы туда специально приходили рано, где-то в 7 часов утра, там, 7:30, и типа полчаса были одни в зале перед физкультурой, если нам физкультуру ставили на первый урок. Ну и в целом наш зал, школьный спортзал, он был таким наполнен слухами о том, что там призраки. Булчут, ты где? Булчут, кел манна. А реально капец темно же. Что за фигня? Масына хигер фонарик бар быгылахате. Ну, спасибо, наконец-то. Хорошо, давай возьмем фонарик, потому что что-то реально темно. Капец темно, вы видите вообще? Это что за хрень? А что капает? Собирается дождик ночью. Короче, мне надо бежать за Булчутом, а я искренне не хочу этого делать. Темный лес. А, вы слышите, да? Тут микрозвуки начали появляться. Так, что-то тут скрипит. Я искренне не хочу слушаться эти звуки, но мне надо понять, откуда исходит звук лая. Потому что, когда я играла во второй раз, я целый час бродила по этому лесу, потому что я не могла найти. Здесь очень холодно. Соглашусь, мне тоже очень холодно прямо сейчас. Ну и короче, я не смогла найти вот это место, куда надо было прийти. И потерялась. Вот не хочу повторять этих ошибок сейчас. Лай прекратился. Что это может значить? То, что я опять пошла не туда? Ну, он прям как будто рядом. Булчут, как ты мог так далеко убежать? Это кто? Булчут! Булчут! Давай. Так, я еще рядом. Я его сейчас найду, реально? Или нет? Опять я брожу и ничего не могу найти. Хотя звуки есть. И это, ну, хороший знак. Потому что игра продолжается. Сюжет идет. А если бы звуков не было, то было бы плохо. Где я? Ну, знаете, вот очень страшно. Мне кажется, потеряться в таком лесу — это, типа, самый главный кошмар якута. Блин, звуки прекратились. Ну, это где-то рядом. Еще рядом, еще громче стало. Только вопрос, где, ё-моё. Вот это самая нелюбимая локация вообще в этой игре у меня. Потому что хрен чего найдешь. Чё за... Опять попала вот в зону расфокуса. Это, видимо, та область,
в которую нельзя заходить. Ну, пока рано. Я сейчас потеряюсь. Я уверен. Fucking shit. Что? Где? Куда идти-то? Ага! Айдах маннакалян қалдым. Это захоронение Бега шамана. керемекка бар ете. Ты чё? Ты чё, дурак, что ли? Зачем фонарик выключаешь? Звук отлетел. Почему он не прочитал? Короче, он говорит, что Булчут! надо дождаться Булчута здесь. Булчут, ты где? О, наконец-то. О, спасибо, Булчут. Давай. У тебя красные глаза? Ты не Булчут? Чё с тобой? Чё с тобой, Булчут? Fuck you. О, блин, Булчут, побежали. Ты куда? Ты куда? Оставил меня. Бляха-муха. А что мне делать-то теперь? Надо бежать, все. Ну, капец. Мы тронули священное место, ребята. Нам не здоровится все. Нас убьют. Где ты, Булчут? Ты задолбал убегать. Может, эта зона стала доступной для нас? Да, могилки. Небо стало красным. Кстати, здесь какой-то хоррор-элемент был. Булчут, давай вместе ходить, а? Давай я сбегаю быстренько в машину за поводком. Так, что-то опять запердело, зашумело, заскрипело. Значит, мы в верном направлении. Да я уже потерялась, знаете. Я уже стала бегать по этому лесу. В этих могилках надо было покопаться, скорее всего. Забор? Что за забор? Угу. Мы наткнулись на какой-то домик. Нет, тут же закрыто. Ну, по факту, я же не смогу сюда зайти. Фак. Я бы не заходила в этот дом, если честно. И здесь еще топор. Нам предлагают вообще зайти сюда, да? Мне плохо. Свечи горят. О, хреновое место. Вот чей-то гроб. Булчут! Как ты сюда попал? Так это же не Булчут. У него красные глаза. И он не лает. Звук лая, вы видите, вообще откуда-то другого места идет. А что делать? У меня паника. Походу, я нашла это место раньше времени положенного, да? Да, скорее всего. Ну, по идее, я должна была найти Булчута здесь, скорее всего, да? Но почему-то сцена не сработала. Или я что-то там не дожила. Если честно, обратно в этот дом заходить вообще не хочется. Скорее всего, надо было активировать сцену с могилками. Потом побежать сюда, в этот дом. Ну ладно, ребят. Боже мой, не выдержала моя нервная система. Все-таки у меня кишка тонка. Извините, я не смогу пройти это все за один раз. Ну и тем более сейчас, видимо, начнется дождик. Если вам понравился этот летсплей, то поставьте лайк, пишите в комментариях, хотите ли вы продолжение. Возможно, я добью эту игру. А так, в целом, игра очень понравилась. Она реально страшная и очень атмосферная. Прям вообще погружает. Даже несмотря на то, что я игру прохожу, по сути, уже 3-й раз, все равно меня умудрились напугать
и я обосралась так, что мне сейчас страшно дальше проходить эту игру. Разработчику респект. Жалко, конечно, что нельзя пропускать вот эти вот диалоги, сцены. И вот этот лес, это, конечно... Я надеюсь, что на этот раз все запишется, все нормально будет, все сохранится, потому что, ну, это жесть какая-то мистика. Конечно же, не забудьте поставить лайк, подписываться на мой канал. И с вами была я, Аина. Пока!